Мы живем в самой его середине. Горы у нас. Протянешь руку, достанешь солнце. Даже в самое жаркое лето на горах все равно лежит снег. Белый, как сахар, и блестящий, как кинжал. А внизу, под горами, наш аул Зинцар. Груши Зензермен в наших садах, знаменитые на весь мир, тают во рту. А воздух... Вина не надо. Каждый день я еду по этой дороге в шахтерский поселок Мизур. Дорога идет вдоль реки Ардон. Вода в этой реке лечебная, как боржоми, честное слово. Да что я говорю? Приезжайте, пожалуйста, попробуйте все сами. Вот он, Мизур. Здесь я беру почту для своих сельчан. Здравствуйте, дядя Мицко. Здравствуй, Костя. Доброе утро, Батыр. Доброе утро. Ну, Юлка, ты заждался. Ну, извини, сейчас поедем. Так, закроем аккуратненько. Так. Догоняйте! Дядя Мицко! Догоню. Дядя Мицко! Подождите, дядя Мицко! Вам еще телеграммы. Кому телеграмма? У Зарины дочь родилась. Да ну! Читайте. Это правда? Вот написано. Если б ты знала, как все наши будут рады. Большое спасибо, доченька, за добрую весть. Спасибо. Ну, Килкуш, летим. Здравствуйте. Учитесь только на отлично. Здравствуйте. Как здоровье? Спасибо, дорогой, все в порядке. Блюстителю порядка привет. Здравия желаю. Варайда-хой, варайда-хой, варайда-хой. Варайда, песню я день свой начинаю, вой. Варайда, песню сложить мне помогают, вой. Варайда, горы и реки подспевая, эй! Вперед, Кикуш, вперед, дорогой, вперед. Мицко, здравствуйте. Я еще не совсем старый. 65 лет. Разве возраст, а? Почтальоном работаю давно. 45 лет стажу. О! Правда, с 2 перерывами. Уходил на финскую и отечественную. Холостяк. Очень мне нравится приносить людям вот в этой сумке радость и счастье. А расскажу я вам историю любви добрую. И началось давно это. Вот этот день, вот эта машина, вот все это 20 лет назад. Вот тогда и началась наша история. Наконец-то дождались совсем. Прибыли, пожалуйста. Заходите. Давайте малышку мне. Смотри, кого привез. Невесту тебе привез. Ой, какая красавица. Ходите все в дом. Ходите, пожалуйста. Ой, красавица-то наша маленькая. Не сглазь ее. Посмотрим, на что способны Черчесовы. Верно. Пир надо организовать. Пир. Правильно. Конечно, дочь твоя невеста. Может, с дома жениха и начнем, а? Правильно говорит. А что? Хороший сосед ближе брата. Заходите в дом, заходите. Макар, жених! Макар, жених! Макар, жених! А ну,
Из-за чего такой шум на весь Кавказ, Махар? А? Не хочу я быть жених. Будешь. Да, вот так все и началось. А матери, Махара и Зарины, тоже в моих глазах выросли. Смешные были девчушки, неразлучные подружки. Ай, пожалуйста, прошу тебя, Килкуш, не останавливайся. Так вот, а когда они в дома к мужьям переехали, соседками оказались. И мужья их тоже друзьями стали. А Махар и Зарина, видно, это у них от родителей пошло. Где Махар, там и Зарина. Где Зарина, там и Махар. Ой, слушайте, а как время летит. Не успеет ребенка в дом принести, а он уже на ноги встал. Не успел первый раз пропищать, а уже спрашивает, зачем, почему, для чего. Ты, Русик, дашь букет Дударову Васе. Хорошо. Ты, Тамара, Махару Черчесову. Он с ним рядом. Дочка, где ты была? Там, папа. То здесь. Отдашь цветы Жанне Каргиновой, поняла? Да. Следите, дети, за мной и ждите моего сигнала. Ай, молодец! Ай ты, Рустик, переписал меня, видели, да? А ну, Караев, спрыгни за меня. Хорошо, дедушка, без А ну, веселяй! Здравствуй, Махар. Смотри, как ты взял и вырос. Уже 10 класс заканчиваешь? Уже, дядя Бетон. Ну, молодец, молодец. Вот, приветствия срочные. О, дядя молодец, Пицков, как всегда вовремя. Это, кстати, вот телеграммы, приветы от наших выпускников прошлых лет. Да, наши ученики по всей стране. Дружно поприветствуем их. Самое главное сейчас, что выпускники нашей школы трудятся здесь, в нашем колхозе. Мы поздравляем наших десятиклассников с окончанием школы и желаем им жить и трудиться в родном колхозе. Вот, возьми, Махар. Не вынимай, там вода. Этот букет только тебе одному, вместе с ведром. А зачем мне ведро? Чтобы эти цветы никогда у тебя не завяли. Ну, спасибо. Ай, мой несравненный Килкус, ты всегда выбираешь самый прямой и трудный путь. Это значит, что ты честен и храбр. Однако вернемся к нашему рассказу. Как вы успели заметить, наш фильм называется «Ах, любовь». А любовь — это и радости, и печали, и встречи, и расставания. А поэтому я расскажу вам сейчас про тот памятный день в прошлом, когда Махар уходил служить во флот вместе с другими... Из козьего пуха. У меня тоже такие носки, я тоже буду солдатом. Счастливый путь, Махар. Носи. Я еще тебе такие свяжу. Спасибо тебе, мама. Не забывай нас, сыночек. Махар, ждут тебя. Каждый раз, когда мы прощаемся с родным аулом,
мы приходим сюда? Потому что отсюда уходили на войну ваши отцы и старшие братья. Вот с этого самого места. Примите, Рох. Спасибо. Сыновья мои, служите Родине с честью достойной горца. Ой, Товарищ председатель сельского совета, пора в путь. Хорошо, поехали, ребятки, поехали, родные. По машинам. Идите, не подведите, будьте гвардейцами, слышите? Не подведем, дядь Витко! Ой, ой, ой. Ой, ты что? О, Зарина. Заринка! Посмотрим? Ловко. Ну и подарочек. Ничего. На, держи. Нет, камень тебе, мне платок. А что? Подрастет, чем не невеста, а? Верно. Да ладно. Ну брось ты. Провожает. Так уж случилось, что 7 долгих лет не было Макаров на 3 года. Служил на военном корабле в холодном Заполярье, а после службы остался в самом северном городе Мурманске. И еще 4 долгих года плавал механиком на торговых судах по всем морям и океанам. И повидал весь мир. Давай оттащим его в сторону. Как же оттащим, он дерется? Доброе утро. Что случилось? Стыдно сказать. 6 человек, не можем двинуть. 6 раз разлился. Давай, у меня же товар пропадает. А вот разлегла. Что кричишь? Ну, бабушка, вставай. Вставай, пожалуйста. Людям работать надо. Вот за этой горой есть другой туннель с родником. Иди, пожалуйста, туда. Там спокойно. Ну, пожалуйста, вставай. Уводи его скорей. Зачем кричать? Никогда ни на кого не надо кричать. Да. Спасибо, Вишко. Что мы без тебя делали? Выручил нас. До свидания. Ай да Бицко. Здесь не пропадешь. Да, ну я поехал. Пока. Ну поехали. Поехали. Аслан, не спи.
Майна. Итак, ровно через 7 долгих лет и 23 дня Махар вернулся к общей нашей радости в родной аул и стал работать бригадиром-механизатором. Вира, Вира! Вот так. Полный порядок. Зарина? Ну, я пошла. Здравствуй, зяблик. Здравствуй. Как жизнь? Как учеба? Хорошо. Какие у нас отметки? Много ли пятерок или двойки одолели? Что, надо дневник показать? Надо. Кто же, кроме меня, с тебя так строго спросит? Кстати, вы к нам завтра на полевой стан приедете? Я знаю. Сначала пружина. Да, дядя? Правильно. Потом закрепляем поплотнее. Верно. Понятно? Ну так вот. Значит, все вам правильно объяснил дядя Аша. Смотри, кто приехал. О, давай руку. Мою руку возьми. А, десятиклассники приехали. И директор школы с ними, Сусланбек Казбекович. Принимает пополнение, бригадир. Здравствуйте. Здравствуйте. Дядь парней, одна девушка. Очень рад вас видеть. Казбек, покажи все, ребят. Ну что ж, сделаем из них настоящих механизаторов. Ладно, ладно, спускай. Пошли за мной. Оп. Пойдем. Здравствуй. Здравствуйте. А вот наш красавец. Посмотрим? Мотор — это сердце трактора, поэтому начнем изучать трактор с его сердца. Вот это рычаг хода. Вперед и назад. Вот это Это рычаг газа, это рычаг скоростей, это фрикцион, это ну, муфта сцепления. так. Тормоза. Это я все знаю. Откуда зяблик? Сама по учебнику учила. Молодец. Ну тогда вперед. Угу. Еду. Сцепление. Угу. Молодец, сосед. Молодец. Ребята, смотрите, Зарина сама едет. Держи прямо. Как будто ведешь будущую бороду. Ходит, как дедушка Аша. Смотри. Не проспи, смотри. Добрый день.
15 минут. Начинаем урок гимнастики. Урок проводит преподаватель Гордеев. Музыкальное сопровождение. Тетя Мадина! Зариночка. Доброе утро, тетя Мадина. Здравствуй, девочка. А мы с Махаром вчера до позднего вечера пахали. Пусть он еще немного поспит. Спасибо, Зариночка, но он уже встал. Вон внизу, на речке. Привет, Махар. Привет. Садись за руль. Нет, по улице я не умею. Ах ты, зяблик, как тебе не стыдно. Уже целую неделю меня возишь. Ну-ка, садись. Да, но только до домов в селе. Тут люди, а там пустая дорога. Садись, кому говорю. Самое главное — смелость и осторожность. Делаешь все так, как я тебя учил, понятно? Боюсь. Знаешь, кто ты для меня? Ты самая-самая замечательная. Механизаторша во всей республике. Честно? Честно. Мадина, видала, как наши встретились? Видела, а как же? Что скажешь? А что сказать не знаю. Жених и невеста. Послушай, Мадина, всю жизнь мы с тобой подруги. Да. А если нам еще и породниться, так совсем как родные сестры будем. Забор уберем, и будет у нас общий двор. А молодые пусть у меня живут или у тебя. Или можно сделать так. Мы, родители, будем жить в моем доме, а они в твоем. Или наоборот. Но... А старики согласятся, я знаю. Они об этом только и мечтают. Посмотри, старый, на них. Теперь уже девушки парней возят. Какая жизнь настала. Сто раз спрашивал меня Махар про письмо из Мурманска. А как взял его на почте, будто руки обжег. Чувствую, женщина пишет. Что мне было делать? Думал, я думал. И тут они, как назло, на дороге моей встали. Доброе утро, дедушка Бецко. Здравствуй, Зарина. Здравствуй, Беско. И скажи, пожалуйста, нет ли мне письма? Нет. Фокс, Фокс, Фокс. Бецко! Ох, уже опаздываем. Что это с Бецко? Не знаю. Что-то он не в духе. Тот день я никогда не забуду. Раз в жизни я сказал неправду и не вручил письмо адресату Махару. Ух, мой из Мурманска. Значит, он обманывает Зарину. Что мне теперь делать, если это все так? Так, Вика, осторожно. Руки, руки. Согрей цветочком, а? Сейчас я его согрею.
О, спасибо. Сейчас он. Ну, садись. Дедушка Ну что там? На славу. Как там ученица? Лихо развернула. Как держит борозду? Хочу сообщить бригадиру, что Зарина из учениц уже выросла. Да? Я только так сижу, она водит трактор лучше меня. Без всякой помощи с моей стороны. Заринин чай! Знаменитый чай! Мне-то его! Первый! Не волнуйтесь, меня хватит. Зарины, мне налей, я самый маленький. Осторожно, горячий. Ну, мне! Вот. Еще. Спасибо большое. Спасибо. Трудно даже представить, как мы до сих пор без тебя жили, а? Теперь у нас тепло, как дома! И весело, как в клубе. Всех прекрасней ты в нашем милом краю, жизнь готов отдать я за любовь твою, жизнь готов отдать за любовь твою. Бибо, иди сюда. Ты мне? Ага. Я здесь? Бибо, ты вот все песенки распеваешь, а у тебя мотор шумит. Так И это- коробка скоростей тоже. Так это же для Заринки. Ну и рабочий день кончился. А завтра на этом тракторе тебе выезжать, а не мне. Иди, работай. Смазкой займись. Хорошо. Хочешь чаю с мятой? Скоро домой? Вот еще трактор Османов, смотри, поедем. А можно я на твоем мотоцикле покатаюсь? Ага, на мотоцикле. Хорошо. Только осторожно. Еще когда я ехал с почты, я думал, побеседую с Зариной. Не печалься, скажу, но другая женщина издалека пишет Махару, но Махар думает только о тебе. Ух, если б не этот глупый вопрос Махара про письмо из Мурманска. Я всегда считал Махара честным горцем. Ну кто же он? Осман, где ваш бригадир? А вот под моим трактором рулевые тяги чиним. Эй, Махар! Не кричи. А где Зарина? А Зарина на Махаровом мотоцикле катается. Подожди. Вот что, мальчик, ты пока туда не ходи. Ты лучше постой с Килкушем. Когда я вернусь, только тогда пойдешь. Понял? Ага. Ну и молодец. Обжора. Осман, что так долго? Давай поживее. А ты погоди торопиться. О, Бицко, здравствуй. Уже виделись. Скажи-ка, Махар, как у вас там на севере называется? Большой, среди волн плавает. Гладкий такой. М? Тюлень? Да нет. Кит. Нет, еще больше. Нет, Бицко, больше не бывает. Только айсберг. Вот. Спасибо, что напомнил. Вот ты, Махар, айсберг. Почему? Потому что у айсберга видно только то, что сверху, над водой. А все остальное тут, в темной глубине твоей души. Не понимаю, Бицко. Сейчас поймешь. Вот. Твое письмо. Из Мурманска. Что такое? Я, как работник почты, уважаю тайну переписки. Но фамилия обратного адресата написана на этом конверте. И я, извини меня, прочитал. Косачуп А.А. Так. Так. Скажи, Махар, коса или чуб? Что коса или чуб? Ну, кто прислал это письмо? Мужчина или женщина? Женщина. Так. У меня к тебе одна просьба, Махар. Прочитай свое письмо сейчас, тут
я, извини меня, буду смотреть на твое лицо. Дорогой Бецко, ты старый, уважаемый мною человек. И если это все шутки, они очень обидны. А если это всерьез, то объясни, пожалуйста, что происходит? Погоди, все потом объясню. А теперь читай, пожалуйста. Килкуш, к нам Зарина приехала. Кушай, кушай, Килкуш, кушай. Кушай, кушай. О, дедушка Бецко Здесь, здесь. А где он? Там, А где наш бригадир? там же. Мгм. Ты пока постой, туда не ходи одна. Сейчас вместе пойдем. Килкуш, а ты стой здесь, как тебе велел Бецко. Сейчас я приду, хорошо? Пойдем. Теперь взгляни мне, пожалуйста, в глаза. Прямо в глаза. Ты извини, Махар. Скажи только честно. Ты любишь эту женщину? М? Люблю. И она меня так любит. Вот слушай, как она мне пишет. Дорогой мой кавказец, очень скучаю без тебя. Рубашку я выстирала и накрахмалила. А носки заштопала. Пока штопала, совсем загрустила по тебе. И всплакнула немного. Да и ты, Махар, я знаю, тоже грустишь обо мне. Слушай, Бецко, дальше. Письмо твое с приглашением в гости я с радостью приняла и приеду в самом скором времени. Скажи, Махар, ну а как же Зарина? Что, Зарина? Разве ты не понимаешь, что я спрашиваю? Ну, Зарина, это совсем другое дело. Эх, вот сейчас ты, Махар, опять айсберг. Дорогой Бецко, надо уважать не только тайну переписки, но и душу человека тоже. Вот именно об этом я и хотел тебе сказать. И постыдись тут со своими советами, айсберг глубоководный. Быстрее, быстрее. Эй, Осман, где ты там ходишь? Иду, иду. Считай, что я уже здесь. А это зачем? Зарина подарила. Дай ключ на 30. И свети вот сюда. Да не туда, а вот сюда. Умойся. Я приготовила тебе сыр и любимые твои пироги. Спасибо вам. Как поздно вернулся Махар. Он чинил рулевые тяги на тракторе Османа. Доченька, скажи, пожалуйста, тебе нравится наш сосед, Махар? Угу. А помнишь, как тебя и Махара называли в шутку к себе? Да, мама, помню. Тебе, наверное, и день трудно прожить без него, да? Да. Ласточка ты моя, скажи мне, пожалуйста, ты любишь Махара? Очень. Я его очень люблю, мама. А
он меня нет. Нет, нет, доченька моя, я знаю, он тебя тоже очень, очень любит. Нет, он любит другую из Мурманска. Сынок, ты хотел попить? Вот тебе чай с мятой. Зарина тоже очень вкусно заваривает чай с мятой. Зарина прекрасная девушка. Угу. Уже самостоятельно пашет. Представляешь, сегодня привезла 1,5 нормы. А после работы так здорово сыграл лезгинку, что сам Ашак Гутаев пустился в пляс. Этому я верю. Знаешь, мама, она ведь смешная девчушка. А вот когда ее нет рядом, я чувствую, мне чего-то не хватает. Она любит тебя. Ну да, мы уже 20 лет жених и невест. А к тому же я теперь ее начальство. И ты любишь ее. Да. Ой, мама, что-то ты себе надумала. Что за косачок? А? Да. Ох, жарко нам с тобой сегодня, Кикус. Ох, жарко. О, придумал! Я этому Махару такую головомойку устрою. Вот как тебе сейчас. Ну что ты отвернулся? Не обижайся. Головомойка будет, конечно, в ином смысле. Прошу прощения, иди сюда. Иди. Прошу прощения, иди сюда. Тихо. Тихо. Что такое? Что случилось? Беда случилась, вот что. Какая? С кем? Но если мы объединимся, мы сможем нашу беду обратно исправить. Как обратно? Как исправить? И что за беда? Мицко, говори скорее. Я так волнуюсь, что у меня все в голове Помолчи, дорогая Варсет, ну, пожалуйста, помолчи. Ну, потерпи, узнаешь. Продолжать разговор здесь наш никак невозможно. Скажи, пожалуйста, да тихо ты. Скажи, у вас есть место, где можно поговорить совершенно тайно? Да, тихо. Да, туда, там. Женщины. О, вот здесь мы проведем наш тайный совет. Идем. Идем. Итак, пора действовать. Зяблик. Доброе утро, тетушка Варзет. Здравствуй, Махар. А зяблика нет. То есть как это? Так, нет. А где она? А? Уехала. С кем уехала? Одна. Одна? А куда уехала? Поле. Тетушка Варзет.
Посмотри-ка, Мадина. Интересно. Здравствуйте. Добрый день, матушка. Здравствуй, Бицко. Здравствуй. Телеграммы из Мурманска нет? Ничего тебе нет. Сам не знаешь, чего хочешь. Айсберг. Глубоководный. О, кто к нам едет? А вот и бригадир. О, привет. Привет, ребята. Ну, здравствуй. Привет. Доброе утро. Привет. Здравия желаем. Привет. Эй, Бурас. Эй! Надо закончить пахоту сегодня. Закончим за 3 дня до срока, как и подсчитали мы. Ну что ж, хорошо, спасибо. Куда он спешит? Газку подбавь. Начальник, смотри, куда едет! Что с тобой? Что с ним? Здравствуй, зяблик. Хорошо пашешь. Ты молодец. А утром почему одна без меня уехала, а? Ты что, обиделась? Ну скажи хоть слово. Что с тобой? Почему ты молчишь? Глуши мотор, останови трактор. Поговорить надо, мне некогда. Не хочешь разговаривать? Ну и пожалуйста. Смотри, на тебя похож, а? Здравствуйте, Бицко. Здравствуй. Да, смотри. Осман. Мальчик, иди. Иди. Послушай, Осман, у меня к тебе тайное дело. Ты должен стать женихом. Давай. Ну, сегодня же воскресенье. Знаешь, мам, Что? вот сколько я не плавал по всем морям и океанам, в каких только не был странах, а лучше нашего села нигде нет. Ты тут родился. Что с Зариной, мама? Не знаю. А? Все молчит и молчит. И окна у них закрыты. Может, она заболела? Схожу, узнаю. Труженики села обязуются довести воловой сбор зерна. Осман, женись! Осман, Есса! Осман, свататься едет! Осман, женись! Пожалуйста, уважаемый жених. Данкиш. Здравствуйте, тетушка Ажзет. Мы по важному делу. Счастья дому. Спасибо. Сходите. Мама, что, Осман, сватается? Мадина выставила один цветок, значит, Махар злится.
Свадьба, 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 пела. Осман, жених. Тоже мне. Мадина выставила второй цветок. Да, Махар очень злится. Мама, дай ведро. Какое тебе ведро? Ну, наше. Мадина выставила третий цветок. Бедненький, он с ума сошел. Посмотрим его, посмотрим, поехал, посмотрим. Ой, жених. Спасибо. Косачук. Снова Косачук. Здравствуйте. 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 Здравствуй, дорогой. Косачук. Я так спешил, когда не случайно. Пришла телеграмма из Мурманска от гражданки Косачук А.А. Я понимал, вручить эту проклятую телеграмму Махару я должен немедленно. И еще я очень волновался. Как там Махар и Зарина? Чем закончилось придуманное мною сватовство? Нет, дорогой Челкуш, ты не туда направился. Нам с тобой не влево надо, нам с тобой направо надо. Вот сюда, рядом, в дом к Махару. Мы ему должны вручить вот эту телеграмму из Мурманска от этой женщины. Вот так. Я понимаю, ты не хочешь. Я хочу этого. Но мы с тобой работники почты, и потому обязаны доставлять адресатам даже такие вот телеграммы, которые могут испортить жизнь многим людям. Пожалуйста, прости меня, Килкуш, что я тебя так гнал, так торопил. Ну, понимаешь, это срочная телеграмма, молния. Ах, не идут мои ноги. Ах, хотя должны идти. Ах, что мне делать? Ах. Пожалуйста.
Приехали, уважаемая гражданка женщина. Спасибо, возьмите. Благодарю. О! Проклятый радикулит. А! Проклятие. Что случилось, уважаемый? А, пустяк. Здравствуйте. Здравствуйте. Сидите, сидите. О, Я вижу, вы почтальон. а, И у вас болит нога. А вам надо вручать срочные телеграммы. да. Покажите, куда идти. Я вам охотно помогу. От всей души спасибо. Но понимаете, эту телеграмму я должен вручить сам. Ну, хорошо. Тю-тю. Ну-ка, обнимите меня. Так. Так, ничего, мы с вами дойдем обязательно. Уважаемый незнакомка, однажды Да, зимой да. я вез почту. Да. Провалился подлет. Бывает. Почту спас. А радикулит приобрел. Битко, что с Не тобой? мешайте, пожалуйста. Махар! Махар! Анна Александровна. Здравствуй! Здравствуй! Милый ты мой кавказец! Как я рад видеть вас, Анна Александровна. Это что у тебя? Ну, это... Кровь. Старапина Анна Александровна, с приездом вас! Знакомься, дорогой Битко. Вот это и есть Косачуп АА. Косачуп АА? Я самая. И бабушка Алёша. Какого Алёша? Алешенька, внук мой. Он и Махар вместе работали на одном корабле. Сдружились, как братья. А когда Махар чуть заболел, он жил у меня и стал мне как родной внучек. Она меня от воспаления легких вылечила. Врачи хотели меня в больницу положить на целый месяц. Она за 1 неделю вылечила. А какие она пироги печет. Какие свитера вяжет. Вот смотри, Битко, на мне. Хватит, Махар. А теперь наша Алешенька на Южном полюсе зимует. Хоть и южный, а морозы там, говорят, страсть. А здесь красота, воздух, сияние, прелесть. Значит, Косачуп АА. Так. А ну-ка, Махар, распишись на срочную телеграмму из Мурманска. Из Мурманска? От вас? Я твой, голова. Ну ладно, прошу вас, Анна Александровна. Мой дом, ваш дом. Пойдем. Вот он, наш Килкуш. Какой милый мальчик. Килкуш. Килкуш, ты не прокатишь меня? А мы сейчас договоримся. А может, на мотоцикле? Желание гостя превыше всего. Дорогой Килкуш, давай прокатим, пожалуйста, нашу дорогую гостью по нашему селу. А? Он согласен. Пусть Махар любит свою девушку из Мурманска. Пусть. Теперь она приедет и будет везде ходить. Придет сюда, к нашему дереву. Не хочу, чтобы Махар смеялся, рассказывал ей, как когда-то сделал здесь качели. И качал всех ребятишек. И меня тоже. Не будет этого. Теперь я возьму и уеду. Насовсем. Далеко. На мордок. А эта ветка пусть будет со мной на память. Интересно, где сейчас Махар? Какая красивая у вас улица. А Килкуш уже не устал? Нет, что вы. Добрый день. Это прекрасный вид транспорта. Самый надежный, это я вам говорю. Здравствуйте. Что с тобой, доченька?
Это наши цветы, Зарина. Анна Александровна, обещайте, что на самом главном празднике моей жизни вы будете почетной гостьей, ладно? Обещаю, внучек, обещаю. Как жаль, что нет с нами Алешеньки. Как бы он порадовался за тебя. Эти цветы вам. Спасибо, милая. Дело пахнет шумной свадьбой. Совет да любовь, милая внученька. Уважаемая Косачук, разрешите пригласить вас на танец символ. А как нога? Нога на месте. Во! Прошу. Тунеями. А ведь этой веселой свадьбы могло и не быть. Подозрения, несправедливые упреки всегда оскорбительны. И я мог оказаться виновником большой трагедии дорогих моему сердцу Махара и Зарины. Хорошо, что вовремя прибыла Косачук. Ах, как осторожно, бережно нужно обращаться с влюбленными. Песнею славим Зарину, мы сердцем чиста, как слеза. И под ресницами длинными звездами светят глаза. Сердце праздники, наше мило твою, жизнь готова дать, я за любовь твою, за жизнь отдать. Эй, Земфира, вот тебе письмо от твоего сына со строительства БАМа. И еще хорошая новость. У Зарины дочь родилась. Желаю здравствуй. Спасибо, дедушка Бицко. Адресат тетушка Фариза. Тут я, тут. Вот письмо от самой дальней границы, от самого любимого младшего внука. И еще хорошая новость. У Зарины дочь родилась. Вот такая маленькая, вот такая веселая. Желаю здравствуй. Спасибо, Бицко. Пойду поздравлю родителей Зарины. О, кого я вижу! Сельчане! У нас в ауле прибавление! Приехали, дядя Мазак! Здравствуй, Давидик! Здравствуй! Дядя Мазак, кого бьет? Невесту тебе! Невесту! Невесту, да! Невесту! Ну что ж, покажите невесту! Вот она, наша красавица! Осторожно, осторожно! Спасибо большое! Спасибо! Какая радость!
Вот, пожалуй, и вся история под названием «Ах, любовь». И если она хоть чуточку тронула ваши сердца, я от всей души рад. А если вы только захотите, я расскажу вам в следующий раз еще что-нибудь про нашу жизнь. Конечно, совсем про другое. До встречи, друзья. А при желании пишите мне письма. Северная Осетия, почтальону Бецко, который ездит так и укушает.